Добрый вечер, это новости 24, в студии Ася Добрива и коротко о главном. Больше инвестиций в строительство. В Назране скоро появится новый 12-этажный многоквартирный дом. Мусор под охраной. В Карабулаке на территории свалки устанавливают камеры видеонаблюдения. Ломать надуманные стереотипы. Туристы со всей России знакомятся с историей ингушей на мемориале памяти и славы. Меньше недели остается до сдачи выпускниками этого года своего первого единого госэкзамена. Готовность школ региона к проведению ЕГЭ обсудили сегодня на встрече главы республики Юнусбека Евкурова и руководителя Рособорнадзора России Сергея Кравцова с педагогами Ингушетии. Особое внимание на ней уделили теме прозрачности единого госэкзамена. Фериде Миржоева продолжит тему. Если раньше о том, как сдают ЕГЭ на Северном Кавказе, рассказывали с юмором, то за последние 2 года подход к сдаче экзаменов СКФО изменил это мнение кардинально. С таких слов начал свое выступление руководитель Рособорнадзора России Сергей Кравцов. По его мнению, формула успешной сдачи ЕГЭ весьма проста – показать реальные знания, тем более, что поблажек в этом году никому не будет. В России нет вопросов, как проходит экзамен в Ингушетии. Ко мне приезжали иностранные специалисты, которые отвечают за качество образования в мире, проводят международные исследования, мы им показывали наши технологии, они говорят: а вот как у вас на Кавказе? Ведь у вас там постоянно списывают и так далее. Я говорю: а назовите, пожалуйста, регион. Они думают, о, Ингушетия. Я говорю: давайте посмотрим. Смотрят онлайн-наблюдение и не верят. Порядок. На снижении за последние несколько лет результатов единого госэкзамена сказалось введение жесткого запрета на использование мобильной связи во время ЕГЭ и введение онлайн-наблюдения. Это сыграло положительную роль и в противодействии коррупции. У многих действительно обладающих знаниями выпускников появилась возможность поступить в ведущие вузы страны. Однако, чтобы не делать детей заложниками ситуации, был снижен пороговый балл, что позволило многим выпускникам поступить в СУЗы. Проблем никаких нет получить аттестат. Это сдать математику на базовом уровне и на 24 балла. Вы это все знаете. И школьник может пойти в учреждение среднего профессионального образования, получить рабочую специальность, потом при необходимости в вуз без ЕГЭ. Зато он будет успешен в жизни. Главная задача этого года – удержать эту планку. За любое нарушение правил сдачи ЕГЭ последует соответствующее наказание. При правительстве республики, как и в прошлом году, будет создан ситуационный центр. Специальная комиссия будет следить за ходом экзамена. При этом особое внимание, по словам главы республики Юнусбека Евкурова, должно уделяться технической базе. Видеосвязь ни в коем случае не должна прерываться, как это произошло в прошлом году. Жених девушки решил помочь своей невесте. Так было? Я даже помню. Ну, конечно, хороший шаг. За это парня наказывать мы не стали, только за то, что он своей невесте решил помочь. Единственное, не знаю, женился он или нет. Эта история умалчивает. Но это вопрос к чему говорит? То, что вы дали возможность вот эту лазейку найти ему. А если умышленно, специально диверсию, я имею в виду в плане там сорвать ЕГЭ будет делать, тогда что? Вот я предупреждаю. На каждом подстанции, на каждом пути по линии у вас должны быть, так устроено, ничего страшного в этом нет, чтобы никто не смог вмешаться в этот процесс. О готовности республики к проведению экзаменов отчиталась министр образования и науки Ингушетии. По ее словам, к экзаменационной волне ЕГЭ-2016 в нашей республике подготовлено 20 пунктов проведения экзаменов. В нескольких из них установили глушители мобильной связи. Также в регионе был разработан и успешно реализован проект «Я сдам ЕГЭ». Особое внимание было уделено подготовке организаторов. Помимо подготовки, проведенной Институтом повышения квалификации, представители Рособорнадзора перед экзаменами провели обучающие семинары для всех категорий лиц, задействованных в проведении государственной трудовой аттестации. В преддверии проведения ГИА основного периода Рособорнадзору была предложена помощь по подготовке лиц, задействованных в проведении
ДИАС в дистанционной форме на портале egbook.ru. Нами был рассмотрен вариант интеграции региональной подготовки лиц, задействованных в проведении ДИАС с подготовкой Рособорнадзора на федеральном уровне в дистанционной форме. Что ни год, то новые правила. За изменениями в ЕГЭ буквально не успевали следить, но 2016 год станет исключением. В этом году единственное изменение – это отказ от части заданий с выбором ответов и текстовой части по 4 предметам – географии, обществознанию, истории и информатике. Первый экзаменационный день для выпускников этого года начнется 27 мая. Школьников ждет экзамен по 2 предметам – географии и русской литературе. А перед этим во всех школах еще раз будет проведена разъяснительная работы с учениками, родителями и педагогами. Ферида Миржова, Ильяс Дасхоев, Новости 24. На День Республики Назрань получит в подарок новый 12-этажный многоквартирный дом. Этот инвестиционный объект возводится по самым современным строительным стандартам. Просторные квартиры и каркас способны выдержать землетрясение в 9 баллов. Власти Назрани намерены и в дальнейшем привлекать инвестиции в строительную сферу, чтобы преобразить облик города, продолжит Румина Ахриева. Внешний вид и внутренний комфорт. По такому принципу построен в Назрани новый многоквартирный дом по улице Московской. На монолитный каркас этого здания ушло 4500 кубометров самого прочного бетона, и теперь оно сможет выдержать землетрясение силой в 9 баллов. А наружная отделка с утеплением придает ему особую красоту. Еще в доме установили 4 высокопрочных лифта с гарантией на четверть века. Такой лифт выдерживает 630 килограммов нагрузки и рассчитан на 8 человек. Словом, работа строителями проделана большая и на совесть. Своя генераторная станция, бесперебойно будет свет, пожаротушение, дымоудаление, гидрант пожарный, слаботочка полностью, интернет, телевидение, телефон. Все условия есть, да. 110 просторных 2- и 3-комнатных квартир от 60 до 90 квадратных метров соответственно расположены на 12 этажах. Просторную планировку комнат дополняют большие окна и 3-метровой высоты стены. Помимо жилых квартир, на первом этаже предусмотрены помещения под магазины и офисы. Каждый дом, который у нас строится, мы стараемся, вид был, чтобы они не одинаковые такие были, аналогично построены. Мы стараемся, чтобы был какой-то архитектурный вид, чтобы придать городу красивый вид. Естественно, мы обязываем инвесторов, кто строит, по какой программе они строили, чтобы это было привлечением новых технологий. Дома, естественно, мы стараемся, чтобы они были построены в современном виде. Прилегающую к дому территорию благоустроят, и очень скоро здесь появится игровая площадка и парковка для автомобилей. Но власти города не намерены на этом останавливаться. Администрация Назрани планирует привлекать еще больше инвестиций в строительную сферу. Общими усилиями они планируют очень скоро превратить Назрань в маленькую Европу. Ну а торжественная сдача первой 12-этажки состоится 4 июня, в День Республики. Румина Ахриева, Рахман Суров, Новости 24. Давняя проблема горящей свалки в Карабулаке наконец решена. Жители района, неподалеку от которого находится эта свалка, долгое время жаловались на зловоние от горящего мусора. К счастью, поджоги прекратились. Более того, рабочие устанавливают сейчас вокруг свалки забор и камеры видеонаблюдения. Словом, приняты все меры для установления порядка. Разбиралась в мусорном вопросе Мадина Пугоева. Мусорная свалка в Карабулаке сейчас едва ли не самая обсуждаемая тема в социальных сетях. Периодически в интернете появляются сообщения, что она горит, а местные власти бездействуют. Месяц назад эту свалку тушило сразу несколько пожарных расчетов. Благо к этому времени новые владельцы успели подвести к ней водопровод. Тогда возгорание обошлось без серьезных последствий, но жители Карабулака не раз жаловались, что время от времени близлежащие к свалке районы города затягивает зловонием и густым дымом от горящего мусора. И это несмотря на то, что свалка, согласно санитарным нормам, находится более чем в 500 метрах от жилого сектора. Мы возвращались вечером, я думала, там туман стоит. Оказывается, это был дым оттуда. 5 метров стоял сильный дым вот, в виде тумана. Мы еще удивились, как это могло быть. Что утром дверь откроешь, что вечером окно открыть нельзя, дверь открыть нельзя. Затуманено бывает пол Карабулака. Почему этого люди не видят, я не знаю. Впрочем, местные жители признаются, за последние несколько недель едкого дыма и неприятного запаха не было, что неудивительно. Свалка уже не горит, но где-то в глубине еще тлеет. Последнее возгорание, по словам владельцев полигона, произошло 6 мая. Был ли это целенаправленный поджог, пока не ясно. В управлении Росприроднадзора было поступлено требование от прокуратуры Республики Ингушетия для проведения по выявлению данного факта нарушения ответственного. Сейчас на данный момент нами проводятся предварительные мероприятия.
Как проверка закончена, уже будем привлекать виновных и к административной ответственности. Однако теперь пробраться на территорию полигона будет не так-то легко. По периметру свалки проведено освещение. Сейчас рабочие устанавливают вдоль забора камеры видеонаблюдения. Одна из камер будет даже вести онлайн-трансляцию в интернете, чтобы любители сенсаций могли удостовериться, есть тут возгорание или нет. Когда пропускали всех бесплатно, машин приезжало где-то в районе 100-150 машин в день. Сейчас, когда ввелись тарифы и люди начали платить согласно тарифам, машин уменьшилось практически раза в 10. То есть сейчас где-то 15-20 машин в день приезжает. Соответственно, вот эти недобросовестные интернет-ресурсы, которые пишут, что мы там платим чиновникам какие-то деньги, пишут вот эти гадости. Это есть заинтересованные лица вот в этом, кто уже сюда сейчас не повез. Это все они гадости пишут и недовольны, что с них теперь взимают плату. Оплата за вывоз мусора и его дальнейшую утилизацию уверена в управляющей компании совсем небольшая в зависимости от объема бытовых отходов. Для автомобилей с прицепом 50 рублей, для бортовых «Газелей» 100, а большегрузные машины будут платить 70 рублей за 1 кубометр мусора. Владельцы легковых автомобилей могут пользоваться услугами полигона абсолютно бесплатно. Сейчас Республиканский комитет по экологии и другие ответственные структуры активно борются с несанкционированными свалками. В прошлом году они ликвидировали их около 120. Идет противодействие определенных, наверное, каких-то заинтересованных лиц, чтобы не допустить это, которые определенные интересы, скорее всего, преследуют. Больше объяснения в этом нет. Но я хотел бы заверить, что задача, поставленная главой в 2017 году, то, что в республике останется 5 свалок и 1 полигон. Эта задача будет выполнена. Как бы это кому нравится или не нравится, эта задача будет выполнена. Прилегающая к этому полигону территория пока что забита мусором. Последние 15 лет это место считалось городской свалкой. В настоящее время здесь работают тракторы и бульдозеры, которые поэтапно перевозят скопившийся за все это время мусор на полигон, что находится буквально в нескольких метрах. По планам местных чиновников, асфальтированная дорога появится здесь уже до конца лета. Дорога, которая идет на свалку, это, можно сказать, балансосодержатель является администрация, но здесь же этой же дорогой пользуется управление нерудных материалов. Это вот, как вы видите, вот сейчас КамАЗ как раз оттуда поднимается. На перспективу мы, надеюсь, договоримся тоже совместно построить эту дорогу, благоустроить прилегающую территорию. Я думаю, что в ближайший месяц, можно сказать, на летний период эти работы будут проведены и здесь будет наведен порядок. Владельцы полигона уверены, больше возгораний на этой свалке не будет. Специально для этого они и усилили охрану объекта. Видеокамеры будут фиксировать любые нарушения порядка, а маленькие щенята, что поселились здесь, возможно, в скором будущем станут настоящими сторожевыми псами. Мадина Пугоева, Рахман Суров, Новости 24. Житель Средних Очелуков Рамзан Тачиев решил завести собственное фермерское хозяйство. На строительство фермы и оснащение ее необходимым оборудованием и коммунальными сетями начинающий фермер потратил более 20 миллионов рублей. Начинает Рамзан с 200 голов крупнорогатого скота. Правда, для этого ему еще потребуется господдержка. Продолжит Хава Добриева. Идею обзавестись собственным фермерским хозяйством Рамзан Тачиев вынашивал давно, и вот теперь решил взяться за дело основательно. Собственными силами будущий фермер уже отстроил 2 больших комплекса, в одном из которых будут размещаться животные. Все необходимые коммуникации на ферме тоже есть. Кроме того, для более комфортного обитания животных здесь настроена даже система кондиционирования. Начать Рамзан планирует с 200 голов крупнорогатого скота, мясной и молочной породы. Хотелось бы государству, чтобы мне помощь оказалась, чтобы закупить крупный рогатый скот. У меня своих средств не хватает. Более 20 миллионов я ложился тут, расходовал. Приобрел фермер и несколько единиц сельхозтехники, без которой на ферме не обойтись. Уже отстроен дом для будущих работников фермы. Отдельный комплекс с несколькими складскими помещениями отведен для хранения зерна, сена, а также для собственного изготовления комбикормов для животных. Специальное оборудование для этого тоже уже закуплено. Осталось только установить. Это комплекс дробилки для приготовления комбинированных кормов. Он очень удобен в эксплуатации, производительность составляет 2 тонны, свыше 2 тонн кормов в час.
Это сейчас нам будет необходимо после того, как мы запустим свою ферму, закупим КРС. Корм для обитателей фермы по необходимости, отмечает фермер, особенно в первое время придется закупать, но не исключает Рамзан и возможности своими силами выращивать сельхозкультуры. Более того, он уже засеял 40 гектаров пашни кукурузой, да и земля под сенокос у него тоже есть. Условия, созданные на этой ферме, по достоинству оценил представитель регионального Минсельхоза. Сейчас в министерстве как раз идет составление списков начинающих и семейных фермеров, которым требуется оказать финансовую поддержку. Комиссия объезжает по всем районам. И вот мы сегодня тоже здесь находимся, смотрим его, объект его смотрим. Вот после того, как комиссия закончит работу, я думаю, фермеры получат помощь. Здесь все коммуникации подведены, вода, свет, газ, все здесь подведено. Здесь осталось докончить этот объект и запустить его. Рамзан не сомневается, главное начать, а дальше дело пойдет как по маслу. И на 200 голов крупнорогатого скота будущий фермер останавливаться не собирается. Развитие этого фермерского хозяйства, по его мнению, обеспечит жителей окрестных сел не только мясомолочной продукцией, но и рабочими местами. А в перспективе продукты с его фермы смогут оценить жители не только нашего, но и соседних регионов. Хадия Добриева, Рахман Цуров, Новости 24. Автобус за автобусом туристы из разных городов России приезжают отдохнуть в Ингушетию. Большой интерес у туристов вызывает мемориал памяти и славы. История и традиции ингушского народа не оставляют никого равнодушным. О впечатлениях туристов расскажет Залина Могушкова. Ну а мы сейчас с вами пройдем дальше к следующему памятнику Уматкерею Барханову, последнему защитнику Брестской крепости. Идемте. Ингуш, защищавший Брестскую крепость, дикая конная дивизия времен Первой мировой войны, состоявшая из добровольцев с Кавказа, которые даже не подлежали призыву на военную службу. Многочисленные уроженцы из Ингушетии, павшие на фронтах Великой Отечественной. Здесь, на мемориале памяти и славы, отражена история маленького народа, тесно вплетенная в историю всей России и даже мира. Каждый экскурсовод рассказывает это своей туристической группе, будто снова и снова перелистывая страницы истории. 3 февраля ингуши провели под открытым небом. Зима, горели костры, плакали дети, плакали женщины. Всех женщин, стариков, детей погрузили вот в такие бортовые машины утром 24 февраля и повезли на железнодорожные станции, где погрузили вот в такие вагоны, которые не имели ни отопления, ни санузлов, ни вентиляции. Люди ехали стоя от 18 до 21 дня, потому что загружали в эти вагоны от 50 до 100 человек. Только старики и дети больные могли лежать на нарах. Эта часть экскурсии туристов буквально шокировала. Екатерина Гукаева, сама родом из Осетии, сейчас живет в Петербурге и вообще-то давно слышала об этой истории. Но оказавшись здесь, воочию увидев вагон-музей, где восстановлены условия, в которых ингуши морозной зимой совершили свой долгий путь в ссылку, она по-новому размышляет об исторической несправедливости. В памятнике нужно, чтобы больше такого не было, чтобы сделать акцент на жизнь, на продолжение жизни, какой бы она ни была. То есть, всем желаю ингушскому народу, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы дальше развивались. Несмотря на свое деликатное положение, Марина Максимова решилась на это путешествие вместе с мужем и маленькой дочкой. Раньше она уже бывала в Кавказских горах, а этой весной принципиально решила, что хочет увидеть и равнинную часть Ингушетии и Чечни. Данный непосредственно мемориал просто вообще удивительный по красоте, то есть сочетание, на мой взгляд, и архитектурного решения, да, на фоне природы необыкновенно красивой. То есть мы все просто в восторге, вот, и взрослые, и дети. Вот. Ну и, конечно же, я считаю, что это очень важно, что есть такой мемориал. И вот даже ребенок интересуется, да, куда увезли людей. Да. Вот дедушка у нас из Казахстана, вот, она теперь понимает, да, что откуда, куда история. Каждый день, в особенности по выходным, у этого мемориала останавливаются десятки и сотни человек. Туристические группы из минеральных вод Кисловодска, Пятигорска культурно просвещаются, а заодно ломают надуманные стереотипы о Кавказе. Залина Могушкова, Магомед Дидиков, Новости 24. Это были все новости к этому часу, а в 19:00 смотрите ингушский выпуск новостей с Фатимой Гагиевой. Всего доброго.